Меня зовут Габышев Николай, я учредитель, шеф-повар ресторана «Река, озеро, лес». Ресторан такой современной якутской кухни. Что значит быть поваром? Это дарить счастье людям. Да, я очень ответственно отношусь к своей профессии. И, сейчас не работаю поваром, а так вот только, наверное, скорее всего, контролирую процесс. Но когда готовлю, я готовлю всегда с огромным удовольствием, чтобы люди попробовали, сказали: это вкусно, здорово приготовлю. Да, это добиться очень сложно, но если у вас один раз получается, то потом вы просто максимально старайтесь к этому придерживаться, и потом уже без этого не можете. Конечно, в этом и есть профессионализм. Да. Наработанный опыт, и я думаю, что просто так как бы не бывает ничего, да. Для того, чтобы что-то было там очень хорошо, все работало, нужно проделать огромную работу, да. Ну и как раз вот проделанная работа дает потом свои плоды, да. Интересно, мне больше интересно, наверное, регионы, которые богаты своими продуктами. Это вот Сахалин, Камчатка, да, это морепродукты очень качественные, красная рыба. Вот где очень хорошие, качественные местные продукты, локальные продукты. Ну, наверное, на самом деле моя душа всегда находится здесь, да. Я обычно бываю тогда, когда большое количество гостей. Это легко предугадать по количеству брони. Если много брони, я здесь. Если брони нет, то зачем мне здесь нужен? Как бы особо нет. Я всегда готовлю, если есть возможность в качественной рыбе, то делаю индикирку, да, потому что людям это интересно. Готовлю якутскую кашу саламат. Если есть возможность приготовить, то в каком-нибудь стиле, там типа жареный чир, там брусничным муссом, там что-нибудь такое вот, да. После первого курса у меня было, как ни странно, очень хорошо приготовленный суп-солянка. Да, на самом деле, как бы готовить суп, это один шаг к тому, чтобы готовить очень хорошо соус. Да, потому что если человек не умеет готовить суп, то соус даже не стоит пробовать. Ну, я не помню, чтобы у меня что-то не получалось. Да. Видимо, настолько я профессионал, что уже не помню. Ну, было такое в начале, когда мне что-то не нравилось готовить, но для меня это определенный вызов. Если я, например, чувствую, что мне что-то не нравится или что-то у меня там не получается, то я, наоборот, этого готовлю блюдо до такой степени, что у меня потом будет с закрытыми глазами оно получаться. Поэтому нет такого блюда, которое я, наверное, мне доставлял бы дискомфорт в приготовлении, к сожалению, да. Что может заблуждать в работе шеф-повара? Да. Ну, наверное, то, что он мало работает, может быть. Вот это точно миф, да. Шеф-повар – это довольно сложная работа, не каждый сможет. Там нужно знать и уметь все, что делают твои подчиненные. У меня дети еще маленькие, дочки только 3 месяца, сыну 2 года. Но я уже сына уже максимально привожу в ресторан, чтобы он походил, посмотрел, привыкал к шуму, к запахам, да, вот, к этой определенной суете. Да, только так можно привыкнуть, да, потому что на кухне есть своя определенная атмосфера, к которой нужно привыкнуть. Если не привыкнешь, то как работать никак не получится.
Да. Ну, а так я хочу, конечно, максимально потомственно передать эту всю информацию и создать определенную такую династическую цепочку. Поэтому, конечно, да.